Часто возникает вопрос, что происходит с выдающимся спортсменом, чемпионом, когда он заканчивает свою спортивную карьеру, тем более, если заканчивает ее совсем молодым человеком. Спортсмен выигрывает один чемпионат за другим, попадает на олимпийский пьедестал, он молод и перспективен, и вдруг, как многим кажется внезапно, он исчезает из поля зрения любителей спорта. Такая история произошла в жизни талантливого боксера Мурата Храчева. Мурат Храчев – заслуженный мастер спорта России по боксу. За спортивные достижения награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Спортивную карьеру завершил в 24 года. На тот момент считался номером 1 в России в своей весовой категории и главным кандидатом от России на поездку на вторую для себя Олимпиаду. Спортивная карьера Мурата Храчева развивалась очень успешно. Уже в 13 лет, всего через год после того, как он начал заниматься боксом, он стал чемпионом России среди юношей. И потом 8 лет подряд выигрывал этот титул в разных возрастных категориях, в том числе дважды среди взрослых. Многократный чемпион международных турниров, на которых не раз признавался самым техничным боксером. Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Самая дорогая для меня – это олимпийская медаль. Ради с детства, что называется. С самого детства тоже была мечта. Победитель Кубка мира в командном зачете 2005 года в Москве. За свою спортивную карьеру Мурат Храчев провел 202 боя и одержал 186 побед. Потрясающая статистика. Но в 2006 году на чемпионате России Мурат, уверенно дойдя до четвертьфинала, снялся с соревнований. После чего принял решение завершить спортивную карьеру. Звездный час в жизни каждого мужчины наступает, когда он для достижения им самой заветной цели лежит на поле сражения, окровавленный, без сил, но как победитель. Это не мои слова, это слова Винса Ломбарди, но они мне очень близки по духу. Это философский взгляд Мурата на свой путь бойца. Но мало кто знает, что в 18 лет на очередном турнире он получил серьезную травму – разрыв связок плеча. В последующие 6 лет эта травма постоянно давала о себе знать. С последнего для себя чемпионата России Мурат снялся как раз из-за очередного разрыва связок плеча. На протяжении последних лет своей карьеры я тренировался и выступал с травмой плеча. Я не могу сказать, что это какая-то там такая критическая травма, но она давала о себе знать, и она беспокоила. И все же не травмы стали основной причиной ухода Мурата Храчева из большого спорта. После того, как я признался себе в том, что этот этап моей жизни пройден, что нужно завершать карьеру, конечно, я столкнулся с таким психологическим барьером, что а что будет дальше? Что произойдет? Чем я буду заниматься? На тот момент у меня четкой картины не было. Я четко не представлял себе, что я буду делать, чем я буду заниматься. И это еще больше пугало. Почему? Потому что я занимался уже чем-то, что у меня получается, что мне нравится. Я много лет это делаю. Вот. Но необходимо было принимать решение. Да, можно было, в принципе, какие иллюзии, которые были, а может быть, это и не иллюзии, что можно было повторить, можно было попасть еще на Олимпиаду, остались еще много незавоеванных медалей и так далее. Все это было впереди. Вот. Но я принял решение, и несмотря на опасения, которые были у меня, решение было принято, соответственно, надо было действовать. Когда спортсмен идет к своей цели, то для ее достижения он отдает всего себя. Он всегда на виду. Его победам рукоплещут стадионы. Спорт становится не просто любимым занятием, не просто работой. Спорт становится образом жизни и ее смыслом. Поэтому для чемпиона начать жить вне большого спорта – это еще одно серьезное испытание. Да, конечно, было страшно. И этот страх, то, что я переборол, я, честно говоря, горд за себя немного, что я этот страх переборол и сделал этот шаг. И не жалею. Спорт закаляет человека, укрепляет силу воли, формируя стержень сильной личности. Эти внутренние качества помогают добиваться поставленных целей. В спорте важнейшую роль играет тренер,
наставник. И не только в спорте. Спорт – это лишь часть жизни, один из этапов. Первый мой тренер, Давыдов Александр Степанович, привил любовь к делу, привил мне любовь к боксу. Я занимался делом с любовью, готов был самостоятельно, без принуждения, не из-под палки, а уже как такой легкий, наверное, такой элемент фанатизма, то есть дополнительно оставаться на тренировках и так далее, и так далее. Вот. Это благодаря первому тренеру, конечно, ну и много-много другого. Второй мой тренер, Меньшиков Олег Владимирович, он научил меня профессиональному подходу к делу. И вообще вот такой вот цепкости, хваткости по жизни. Это что касается вот как спортсмена, вот таким образом они меня воспитывали. Но от обоих я многому научился и таких жизненных моментов. Вот. Переехав в Москву, молодой парень, вот, Олег Владимирович, он научил меня выживать в этом, так скажем, сложном мире. Жизнь мегаполиса, все такое холодное, все такое чужое и так далее. Вот. То есть Олег Владимирович, он научил меня, что надо оставаться человеком, во-первых, но все-таки необходимо жить по тем правилам, которые нас, в той среде, в которой мы находимся. Это было благодаря ему. И когда я закончил тот этап своей жизни, мне повстречался новый учитель, новый тренер, который повлиял на выбор моей дальнейшей деятельности. Это был Муса Хабалевич Экзеков. Благодаря ему я сделал выбор заниматься общественной деятельностью. После завершения спортивной карьеры Мурат хотел заняться чем-то полезным для общества. И тут на его пути повстречался еще один наставник. Бизнесмен, меценат, основатель общественной организации «Алашара» Муса Экзеков. Я несколько сожалею о том, что он рано ушел с большого спорта. Я как раз познакомился с ним, именно разговаривая и рассуждая на тему, что я бы очень хотел бы, чтобы он продолжил вот эту светлую дорогу в большом великом спорте, защищая цвета России. Но вот он принял другое решение, это его право. Он очень красиво шел, он красиво принял решение. Он дальше пошел изучать другие, новые возможности в этой жизни. Множество спортсменов, которые преодолевают колоссальные барьеры, много сложностей, много травм, не только физических, но и психологических, эмоциональных. Там не всегда легко проигрывать. Вот люди, великие спортсмены, которые проигрывают, потом становятся вновь, выходят на ковер, выходят на ринг и продолжают идти для того, чтобы достичь самых высочайших результатов. Это, я бы сказал, это дано не очень многим. Это дано особенным людям, но когда они уходят с большого спорта, на второй день мы про них забываем. Таким образом, мы упускаем невероятную возможность, невероятный потенциал этих людей. Людям рядом с такими людьми находиться означает вдохновляться. Вдохновения нам очень часто не хватает. Если мы, бизнес, сообщество, если наше государство будет более внимательно относиться к этим великим людям, которые уже готовы, которые уже однажды показали, что они могут все что угодно. Если они однажды стали первыми в мире, то они могут стать первыми в мире и в науке, они могут стать первыми в мире и в общественных делах, и в государственных делах, во всех других направлениях. Такой человек, как Мурат Храчев, он не может быть незамеченным вообще, особенно среди того народа, от кого он вышел.
Семья тоже поддержала решение Мурата заняться новой для себя деятельностью. Очень обрадовалась, потому что после Олимпиады я во время одного из боев вообще даже подняться не могла, у меня ноги отказали от напряжения. И когда он приехал, я его просила: давай, говорю, вот сейчас потихоньку уже завяжем. А он еще после этого Кубок мира принял участие в Кубке мира. Вот. И когда он мне сказал, что он согласен уже завязать спортивную карьеру, я обрадовалась. Не буду скрывать. Мне всегда хотелось, чтобы он был представительным таким, интеллигента до мозга костей. Вот, честно говоря, я всегда мечтала о сыне, который у меня будет в любом обществе знать, как себя вести, как преподнести свой народ, потому что у многих чуть-чуть предвзятое отношение к национальным меньшинствам. Знания, которые у него есть, получены, и он чему-то у людей, у многих учится от общения вот с людьми, которым он сейчас. И точно так же, я думаю, и они чему-то у него учатся, хотя он и молод. Сейчас Мурат Храчев работает в общественной организации «Алашара». На языке абаза это слово означает «свет». Муса Хабарович повлиял на мой выбор, то есть своим предложением. И то, что он мне предложил, это близко мне по духу. Организация «Алашара» занимается многими необходимыми преобразованиями в селе и в том числе развитием спорта, массового спорта. Мы совместно с населением построили спортивные площадки в аулах. Конечно же, это в основном для детей. Дети так или иначе проводят время на улице, они играются. Как они будут проводить время? А если они находятся на площадке, они находят там турники, брусья и так далее, они начинают соревноваться в этом. Предвидя то, что этот соревновательный аспект присутствует, такой проект родился. Проведение абазинских игр. То есть среди абазинских аулов проводятся соревнования по традиционным таким кавказским видам спорта. Вот. Это, в свою очередь, стало толчком для того, чтобы дети, и молодежь вообще переходили в спорт высших достижений. То есть тут такая связка получилась. Да? Спорт высших достижений связан с массовым спортом. И массовый спорт, он связан со спортом высших достижений. Вот. В силу своей деятельности, в силу своей обширной деятельности приходится заниматься разными направлениями, да, как сейчас, в том числе и спортом. Вот. И общаемся с разными категориями, возрастными категориями. Вообще мне это нравится. Я люблю учиться, я люблю общаться, люблю черпать от людей, тем более от взрослых, от стариков. Вот. И в силу своей деятельности приходится общаться со старейшинами аулов, с активом села, с представителями администрации возрастными. Я у них многому учусь. Спорт научил Мурата. Чтобы добиваться успеха и развиваться, надо постоянно учиться. Занимаясь общественной деятельностью, он так же, как и в спорте, остается публичным человеком. А это предполагает общение с людьми разных национальностей. Мурат с тем же рвением, с каким раньше ходил на тренировки, занялся изучением иностранных языков. Последние годы я увлекся изучением языков. На сегодняшний день я знаю 4 языка. Русский, английский, арабский и индийский. Вообще, и у меня желание выучить еще 3 языка. Свои родные языки, во-первых, к своему стыду я их не знаю, абазинский и черкесский. И один из тюркских языков. Я склоняюсь к изучению турецкого. Вообще, я, изучая языки, заметил, что один язык является ключом к другому. То
То есть языки вообще они смешаны и выбирают в себя зачастую слова из других языков. И поэтому, изучив, например, индийский и арабский, он открывает, то есть это как ключи к персидскому и турецкому языку. Вот, поэтому вот у меня такие вот планы. Еще для себя, вот, ну это лично мое такое наблюдение, у меня они ассоциируются с цветами языки. Вот, арабский почему-то он ассоциируется с каким-то вот таким приятным желтым цветом, а индийский больше так вот какой-то вот оранжевый, английский ассоциируется с синим цветом, и русский ассоциируется с белым цветом, как с дневной свет, вот больше вот так вот ассоциируется. История жизни Мурата Храчева показывает, что он умеет ставить перед собой великие цели и добиваться их. В спорте еще ребенком он решил, что будет стоять на олимпийском пьедестале, и смог осуществить свою мечту. Сейчас у Мурата новое дело и новые цели. Я являюсь сыном своего народа и чувствую себя обязанным перед ним. И поэтому я считаю, что какую-то, ну как минимум, какую-то часть своей жизни я должен посвятить развитию своего народа. Что бы я хотел в жизни, чтобы моя жизнь нравилась Богу.